такие простые деревянные. А для чего? А для того, вот приду пример, что такое загробный мир, пример, вот, если упростить. Это мы с вами сейчас здесь, мы выйдем в другую комнату, там с вами, не знаю, чай попьем, поговорим, что-то поделаем, а потом вернемся. Но там нам тоже нужны и предметы эти же, там, да, и еда, там, и все, чем пользуются в жизни. Также и у них. Они также должны были, скажем, фараоны после смерти, да, вот сейчас Тутанхамон, и по Нилу ходить, и рыбачить, и прочее. Но были церемониальные, на них они должны были уподобляться Амон-Ра. Амон-Ра пересекал все сутки на своих ладьях, день на одной, ночь на другую. И на своих церемониальных ладьях они должны были ему компанию составлять, вместе с ним пересекать эти сутки, и день, и ночь. И по инженерии, да, коротко, журавлевые весла, ходить на парусах, и по размерам, да, если кому интересно, вот это вот, галера была, весной судно, уже не маленькая она была, не только Нил, по Нилу ходили, так, дорога жизни туда, но и Средиземное море, даже, можно сказать, от побережья Турции, даже от побережья до Египта. И Красное море, они уже активно торговали с Аравийским полуостровом, они говорили. Вначале опишем. Если вам интересно, какого же роста был Тутанхамон? А вот такого роста. Они сделаны точно считается его ростом. Ну, 145 лет. Потом, одеяние. Вот так во времена Тутанхамона уже не одевались. Это одеяние времен, так сказать, раннего царства. Действительно, так на церемонии фараоном углом передники крахмалили. Вот, церемониальная была у них. Но это вошло в канон изображения, скажем, живописи такое одеяние. А еще про каноны. Вы, наверное, обратили внимание, многие скульптуры в шаге левой ногой. Это канон. Вот даже обернитесь, вот тоже с богиней встречается, сейчас я расскажу потом о ней, тоже левой ногой в шаге. Это канон изображения. Немножко показать, так сказать, двухмерность фигуры, а не просто плоскостное какое-то профильное изображение. Потом, черный цвет, чая. Тоже цвет такой очень почитаемый. Голубой, там, синий-желтый и вот черный. Он не был траурным. Хоть и да, это цвет смерти почвы, но всегда из него рождалась новая жизнь. И тут словно посыл такой, да, что Тутанхамон снова переродится из этого черного цвета. Далее, кто это? Скажем сначала так. Тутанхамон и его Ка. Что такое Ка? Про Ка есть множество различных версий. Значит, есть, считают, есть Ка прижизненные, Ка посмертные, потому что в одном теле этих Ка может быть там 10 штук, как бы жизненные эти силы. Есть версии, что Ка это всегда отец умершего. Но если все собрать и спроецировать на наши дни, то можно перевести, в общем-то, да, как человек и его душа. Далее. Вот это вот у нас статуя бога Анубиса, бога погребальных обрядов. Именно он, так сказать, научил египтян процессу мумификации. Она выполнена в виде ларца. Внутри еще было обнаружено множество различных сакральных предметов для обрядов и церемоний. Он все это оформляет. Есть версия тоже, почему он в виде нашей собаки, шакала или какого-нибудь. Вот как собака сопровождает своего хозяина, так же Анубис сопровождал умершего из мира живых, мира загробный, и мы дальше на настенной живописи с вами это увидим. Мы еще будем возвращаться к нему, а теперь вот сюда. Сначала о том, что изображено на стене, все это было изображено в гробнице. Здесь 3 разные сцены, 3 раза изображен Тутанхамон. Вот первая сцена. Вот Тутанхамон в белом после смерти. А это новый фараон. Это его пленник. Король ушел, да здравствует король. Как бы сцена передачи власти. Эйя, он такой пограничный между 18 и 19 династий. Но он садится как верховный вельможа на трон после Тутанхамона. При этом он его родственник. Он отец Нефертити и дед его супруги Арксена. То есть он гораздо старше по возрасту. Он недолго, буквально несколько лет управил. Здесь вот сцена. Тутанхамон и богиня Нут. Богиня, которая в загробном мире встречала, так сказать, попавших к ней, охраняла и берегала, и, да, и защищала самого Осириса. И здесь Тутанхамон в
Вот его Ка, за ним, и вот великий и могучий Осирис. И вот его знак, которого складывали руки до смерчи. Царские ложа. Всего было найдено 3, была еще с головами 2 одна. Но здесь представлены у нас только 2, наиболее интересные. Значит, не смотрели, что они неудобные, как же, мол, на них спал, чем он на них мог заниматься. Да ничего. Они были сделаны для его погребения, они церемониальные, при жизни их не было. Но вот как они могли ему послужить, сейчас мы с вами разберемся. Итак, вот скульптура, да, вот коровы и вот. Это, ну, можно сказать, богиня Нахатурет. Тоже считается одной из воплощений Хатхор, долго рассказывать, но есть один очень хороший миф, наиболее устоявшийся. Она выпустила, богиня неба еще называют, или богиня звездного неба. Она и выполнена в виде звездного неба. Даже я ее иногда проецирую, называю, так сказать, подобие привожу, вот как вот в христианстве Божьей Матери. Значит, когда не было ничего, был океан тьмы и хаоса, из него однажды выскочил на который солнце на рогах, явился Бог Амон-Ра, воссиял над землей, и появилось все сущее. И мы с вами, если верите в мифологию, она и возилась под наследие Амон-Ра, и сопровождала каждого фараона на протяжении всей жизни, отвечая за смену дней и ночи, и так было и солнце по всем рогам. И Тутанхамона должна вот так же сопровождать. Здесь, что за животное? Шакал. Кто-то, главное, сразу говорит, не сразу. Это гипопотам, не может. Это еще и миф с Египта. Так вот, когда человек умирал, он попадал на суд Осириса. На суде Осириса он оправдывался методом отрицания и заявлял сразу, мол, я не убивал, не воровал, ничего плохого не делал. А как поверить, нужно проверить. Вот тогда вновь приходил Анубис. У него были священные весы. На одну чашу весов он клал сердце усопшего, на другую перо истины богини Нут. И если сердце перевешивает, значит оно отягчено грехами, значит он грешен и брал Осирису, его сжирала палачья богиня царства мертвых по имени Амут, женщина с головой гипопотама. А если перевешивает перо истины, значит он праведник, и через определенный